Псалъэр Налшыкщ. Фи пщэдджыжь пӀы уимыщэху. Mana haçimanka gaubastakay, yomi Raygurdan maq, yomi Fakustan, gaubasta Qazaray, gaubasta Warzonay, gaubasta Khwarjana alkelar gauma arkhaya. Анзай азма гау ахиз абди суит сардуакай хиумай газдуктар сардуак расуктар сардуак раги кудаттынца хенурда хиута каржимон хиута гуфсканынца خبر خوارز بین دورنی وارد پونتا چه غو بسته با کابا خیمت کوتا آتا سوا غو بسته دگه هیونی نو نفیرون کنگی یو خنامون تصورات ما بونزا غنى هاوخن أغداوغون غو ما رتسخت غو نييني كمي خبر ديتساك خيستر تشات خبر. По своему состоянию село хорошее. Все село гостеприимное. Постучи в любую дверь села, тебя встретят с хлебом и солью, угостят остинскими пирогами и кое-что добавят. Остинские пироги имеют место в Азреке, в Аргудане и в Нальчике. Но почему-то мне кажется, чем дальше от Азрека, тем вкус почему-то быстрее теряется. Поэтому я люблю остинские пироги. Мы живем в Кабарде, в маленьком селе. Жизнь, как сад, расцвела на кабардинской земле. О, посмотри, нет в мире краше, чем селение наше, о, мой Азрек. У села золотые рассветы и большие пути. О, посмотри, нет в мире краше, чем селение наше, о, мой Азрек. У села золотые рассветы и большие пути. Это моя родная земля, и малейшая возможность, когда у меня бывает между гастролями, концертами, я все время здесь. Я приезжаю, потому что в Москве мне не хватает воздуха, и причем с каждым годом это все больше и больше проявляется. Село – это жители, на благо которых ты на сегодняшний день ты работаешь. С селом связывай полностью свою жизнь, свою работу, все, что самое доброе, самое запоминающее, что есть в жизни человека, это у меня связано с моим родным селом. Везде хорошие люди, но у нас почему-то здесь более комфортно. Даже когда ко мне кто-то приезжает в гости, мы прогуливаемся, катаемся по селу, они сразу начинают замечать какой-то спокойный, расслабленный, правильный такой настрой в селе. Они его чувствуют и всегда начинают интересоваться, а нельзя ли здесь приобрести какую-нибудь квадратуру, как на дачу ездить сюда. По факту это такое село, которое выдало нашей республике, нашему селу, нашей стране в первую очередь великих людей, которые прославились в культуре, в творчестве, врачей, докторов наук, в военной индустрии. Наше село – это кузница кадров, которая работает во благо страны, во благо всего нашего человечества. Саумараги рацутта, каркитава сумца, чеутаза румца, мана ардзара сохтварта уми йоукана, инердаги йоумакана, сауаданта, некат манекума бафандатта ирандаун, мана ачгавирай гуртан берай варзун ма гава махамицарун.
100 лет исполнилось осетинскому селению Озрек, расположившемуся на гостеприимной земле братской Кабардино-Балкарии. По меркам истории это миг, но для жителей села это целый век. Век трудов и свершений, испытаний и побед. Век, в котором переплелись судьбы нескольких поколений озрекцев. Здесь, на новой земле, они прокладывали дороги, строили дома, осваивали целину. Здесь пережили горечь войны и радость победы. Здесь своими руками восстанавливали родное село из руин. И все это – история Озрека, история людей, которые верили в будущее и создавали его сами. Именно о них наш фильм. 100 лет – это очень красивая дата. И сегодняшний такой очень смутный период, сложный период, я хотел бы пожелать спокойствия в семьях, спокойно в душе каждого. Дата красивая, повод хороший для того, чтобы подвести некоторые итоги. Хочу пожелать всем и каждому мирного неба над головой. Пусть каждый ребенок, который родится в Озреке, в здравии, в уме проживет не меньше 100 лет. Дорогие озрекцы, процветайте, наслаждайтесь жизнью. Вы этого давно заслужили своим отношением к соседям, своим отношением друг к другу, той дружбой, тем хлебом и солью, который вы делитесь с людьми. Живите, наслаждайтесь и всегда помните, что мы соседи, кабардинцы всегда рядом. 100 лет для села – это начало, чтобы тот уровень, которого наши старшие достигли, чтобы это держала молодежь, чтобы дальше вот так же ритмично развивалось село. История переселения предков озрекцев уходит в середину XIX века. Загнанный татаро-монгольскими завоевателями из обширных территорий в малоземельные ущелья гор, осетинский народ веками терпел большие бедствия, голод, эпидемии. Эти тяжелые обстоятельства заставили горцев искать пути для выживания, вызвали желание вырваться из тесных безземельных ущелий на плоскость, чтобы обрести на равнине свой хлеб и свой кров. В определенные периоды истории, в XVI-XVIII веках, какие-то группы осетин, особенно осетин-дегорцев, были очень тесно интегрированы с Кабардой через династические союзы, через аталыческие связи, через экономические связи. Скажем, Кабановы упоминаются в кабардинском фольклоре вместе с таким знаменитым князем, как Шалох Тапсаруков. В XVIII веке примерно начинается такое массовое оседание осетин-дегорцев на плоскости, выход на плоскость. Уже к концу XVIII века возникла так называемая равнинная Дегория, Тапань-Дегория, одним из селений которых было Кабаново. Путь был нелегким, особенно для осетин из горных селений Дони-Фарс и Кумбулта. После многочисленных скитаний переселенцы остановились на месте между будущим вторым Лискеном и Аргуданом, но очень скоро были обнаружены стражниками кабардинского князя Анзорова. Анзоровы очень большая была фамилия, княжеская фамилия, которая правила этой частью Кабарды, они были первостепенными дворянами. Это называется лапоташ по-кабардински. Но вот Анзоровы традиционно были, наверное, самыми в династическом смысле связанными с аристократией Осетии. В первую очередь с дегорской аристократией, с Тугановыми, с Кабановыми, с другими поделяцкими фамилиями. В Дурдуре, как вам известно, проживали осетинские дворяне. Они, естественно, старались родниться с такими же дворянами. А такие же дворяне были в Кабарде. По-кабардински они называются тликотлеши. Тликотлеш – это дворянин первой категории. Вот такие дворянки были у Тугановых.
Очень примечательно и то, что у Тугановых дети носили кабардинские имена. Например, Асланико. А еще более распространенным является Пшемахо. Пши – это по-кабардински князь, а Махо – это мужчина. Возьмем нашего известного дореволюционного писателя Батырбека Туганова. Даже поверхностно обратите внимание, сколько он, Батырбек Туганов, писал о кабардинцах, о кабардинских традициях, о кабардинских нравах, о кабардинских обычаях. Ну, хотя бы почитайте его рассказ «Батана Котембот». Проявив редкое для того времени благородство, Кайсын Анзоров помог переселенцам, предоставил участки для строительства жилых домов, где бы они могли пользоваться чистой водой. Так началась новая страница в истории двух народов. Благожелательное отношение князя Кайсына Анзорова к переселенцам укрепило дружбу между кабардинцами и осетинами. На своем транспорте кабардинские крестьяне доставляли строительные материалы, оказывали любую помощь. Вместе строили дома, вместе поднимали хозяйство. С тех пор осетины и кабардинцы живут рядом, в дружбе, в труде, в родственных связях. Казагихсан явнак дегурон гаван, яма казагихатса хабар дружно царан кутнем балыута, ансуварти царканан, на жиндар явай, на чиндар явай, панин хабарах цаванаю. Партийная организация Хаттаковская. Мама хоздар отношения от течем сахе, инна партийная организация колхоза. Водерестаги устурхаванче хайба канюнца, стройматериалы дагайновой, уйбарца хай, возрегеман кайхавандар кутунца. Варжунца, кунана варстайвунца, вот махан выборца нерцада. Полно варжунца, махтаса варжун. Хестаты береташе на балес, будто затунца кашкона, ма кашканта вот хадзунц. Шумах нахицы расшухта друлита кашкан. Махицау кашконау кабарзутта. Фунцхори мадуанцу вариаттан сейттер, ма ахестер хора кашкома арцудай. Калабаттама. У меня бабушка была кабардинка, Карданова была, сударыня, ее звали Сударина. И прабабушка вот Ажака Гермазова. Ну, вот сейчас мне звонил мой друг кабардинец, я ему говорю, «Дезагош псори, адига Балкар, Осетия, дезагош псори». Азага, «Мта!» Подтверждение тому, что мы живем в мире и согласии на одной из родной земле, и кабардинцы, и балкарцы, и осетины живут здесь. Замечательно, дружно и в согласии. Те, которых я знаю из Озрека, их достаточно много. Они отличаются и трудолюбием, и четким соблюдением лучших осетинских традиций, и не только осетинских традиций. Они еще восприняли искренне и от души кабардинские традиции. Это дополнительно свидетельствует о том, что жители Озрека, образно говоря, они являются, наверное, каким-то своеобразным мостом между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. У нас особое отношение к осетинам, потому что 30-40% нашего населения, поселения Урух, они осетины. У нас очень много друзей здесь. Мы трепетно храним все, что к нам перешло от старших, и пытаемся передать нашим младшим, чтобы они сохранили вот то взаимопонимание, ту дружбу, тот комфорт, который между нами существует. Помимо этого у нас очень много родственных связей. У меня лично в роду Вадаховых несколько снох-осетинок есть, которыми мы очень гордимся, которых очень уважаем, которых любим, ценим. В народе говорят, хороший сосед – лучший родственник. Для жителей Озрека и Хатуэя эти слова не поговорка, а живая истина.
Они не просто соседи, а настоящие братья, связанные многими годами дружбы, историей и теплотой человеческих отношений. С давних пор мы соседи, вот, наши предки, наши родители, наши отцы и матери были очень дружны, ходили в гости друг к другу очень часто. И вот эта близость и сегодняшний праздник, мы радуемся этому, чтобы эта связь продолжалась навеки. Связь с Озреком у нас всегда была и по сегодняшний день, и сколько лет наши села будут соседствовать, эта связь не нарушится. Это будет поддерживаться. Много хлеба, соли, радости, счастья всем. Дегуна важа возраджимжа, я праздник шварноба. Февагуану фузиншану сатиланогачич, квадра завода юбилейно праздник квад отмечается танфиш. А бифагача зура ажмудар кумешев президент колхоза диважем деса, важем дуясаужа. Ава душа десар, языр гурапсача за қуажы фолажу, лазыға дахыш, жағача ауштар, ягуқи нажау, но барғыз дәсімжа, хажмудар ивыца жиму, қдапшыны зрич бура. Унава хужау мес, хатуэсіш, бәдәс, дәбішіш, бәдәс, сомзауды, зіпашанаға диу, дякумжа, гуапағыра, апағыра ваш дәмітлу, хатуэмра, У нас у кабардинцев есть поговорка «Гуна гора гошанджра». Гуна – это сосед, гошандж – это штаны. Если хорошего соседа нету, это считай, что ты без штанов. В детстве я помню, отец мой работал ветеринаром. С 26 года по 58 год, 33 года работал. В Озреке в каждом дворе побывал за эти 33 года. До сих пор помню хорошее впечатление отца. Всех его возраста он знал в селе. И даже на остинском языке шутки он мог произносить отец. И тосты на остинском языке. Я Хасанбей Бетрозов, родился здесь. Мой дед тоже в город переселился в 1850 году. Озрык Кабархуазшин хонтанса. Эма уахестартовин ананезай фатсаранта. Уакастартаба сахаид фаиднета. Сауи сараживат. Ананезай нахамата и беранста фатсарета. И все же официальный статус селения приобрело в 1925 году, а название получило от старинных топонимов – земля, холм и родник Озрека. Уже советская власть установилась. Из старого Лескена на новые места проживания выехало большое количество семей осетин. Муса Кабалоев. 20 ноября 1924 года он обратился с заявлением в областное земельное управление Кабардино-Балкарской области о переселении 201 дворов с 1000 душ. Межевые границы Озрека проводил представитель Кабардино-Балкарского областного управления Михаил Попов в присутствии уполномоченного от Старого Лескена Хацук Керефов и Озрекского Закирея Царикоева. Как начиналась история становления и развития нового сельского общества, и о многом другом в своих очерках подробно рассказал историограф Муса Сусламбекович Хацаев. Согласно документальным источникам, в 1925 году здесь был образован Озрекский сельский совет. Его возглавил бывший председатель ревкома села, один из активных участников борьбы за установление советской власти на Тереке Хаджибекир Кумехов. Еще в начале 1918 года Хаджибекир Иласович был одним из 53 делегатов съезда Народного Терека, отправленных в Моздок трудящимися Нальчикского округа. После окончательного утверждения советской власти он стал председателем сельского ревкома.
первых лет установления новой власти жители Озрека активно участвовали во всех ее мероприятиях. Однако коренные изменения в их жизни и быте были связаны прежде всего с организацией колхоза. В 1928 году в селе Озрек было создано товарищество по совместной обработке земли – ТОЗ, председателем которого избрали Цацу Галачиева. Летом того же года члены ТОЗа получили от государства первый трактор «Фордзон». На нем работали Хаджи Смел и Авдрахман Кабалоевы. Впоследствии на базе ТОЗа в селе была организована артель «Красный колхоз», председателем которой стал Емаза Кабалоев. Басыта тракториста шахракурта тракториста до войны. Мамада куштавоны. Президенті бұл күштің все говорили. Хабар устур пайдатты, хабар хорз буттагатты адаман. Районе немади колхозатты. Теллагавага, хорнагавага некятты, колхоз хабаран хоскутта. По инициативе известного педагога и просветителя Урузби Адаева в Озреке начали строить школу силами самих жителей. В 1928 году она открылась. Ее директором стал Урузби Адаев. Это было учебное заведение с 5 классами. Первый выпуск насчитывал всего 9 учеников. – 8 января 1930 года сельчане единогласно поддержали коллективизацию. Первым председателем колхоза избрали Хаджимурата Кабалоева. Позже его сменил Жамбот Хацаев. В 1931 году Красный колхоз переименовали в колхоз имени Надежды Константиновны Крупской. Сельчане активно трудились в нем, работали дружно, дети помогали взрослым. Хозяйство быстро стало одним из лучших в Кабардино-Балкарии. По итогам 1938 года участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве стали табунщик Исуф Царикаев, вырастивший от 20 кобыл 20 жеребят, бригадир Наиб Кожев, колхозники Госахус Кумехова, Халимат Кокоева и другие труженики, добившиеся высоких урожаев подсолнечника. На доходы колхоза в селе построили 2 водяные мельницы, кирпично-черепичный завод, магазин и столовую. Страшная беда. Война не обошла стороной Озрек. Сотни сельчан ушли на фронт. В 1941 году в селе Озрек насчитывалось 211 дворов семей. Защищать родину на фронт ушли 241 человек. Уходили на фронт не только молодежь призывного возраста, но и пожилые мужчины-добровольцы. Есть примеры, когда из одной семьи уходили все трудоспособные мужчины, несколько братьев, отцы с сыновьями. Из семьи Кабалоева и Ласа ушли на фронт все 4 сыновей, и ни один не вернулся. Из них только старший Казбулат был семейным. Во дворе школы находится памятник «Защитники Озрека». При сельскохозяйственных работах были найдены останки воинов, погибших во время боев возле села Урук. Следопыты школы разыскали родственников погибших воинов и пригласили на открытие памятника, где прах погибших был перезахоронен в 1975 году. На мемориальной доске, которая установлена на памятнике, выбиты 7 мужских фамилий. По воспоминаниям жителей Озрека в селе квартировалась 275-я стрелковая дивизия, в которой находились 2 девушки – машинистка Евгения и санитарка Мария. К сожалению, следопыты школы не смогли установить фамилии 2 девушек, захороненных в братской могиле. Нашему музею уже более 50 лет. На данный момент фонды экспозиции музея насчитывают более 200 единиц хранения. Это личные фотографии, ордена, памятные вещи, письма с фронта. Из них 120 экспонатов являются подлинными. Те, кто остался, трудились днем и ночью, заменяя мужей и сыновей. Озрекцы понимали, нельзя допустить развала хозяйства, ведь фронту была нужна их помощь. На этих фотографиях вы видите женщин. Это труженицы тыла. В начале войны они заменяли своих отцов, братьев, мужей и сыновей. А во время войны они рыли окопы на границах села Озрек и работали в полях по 12 или 16 часов в сутки без выходных. 22 октября 1942 года немецкие войска вошли в Озрек.
Фашисты безнаказанно грабили село, издевались над жителями, разрушали общественное хозяйство. Но дух народа сломить не удалось. Джабраил Кабалоев создал партизанский отряд, куда вошли его односельчане – Хаджисмел Кумехов, Ехья и Сафарбек Кибековы, Заурбек Габачиев и другие. Отец рано умер в 1941 году. Нас было 8 сестер, мою города Рамховского Таннамадан. Чем могли, тем и помогали. На работу выходили в поля, ей же участки давали. И мы помогали ей, чтобы она легче все это преодолевала. Когда началась Великая Отечественная война, и вот здесь шли ожесточенные бои, пришлось нашим отцам, матерям со своими семьями выход отсюда, потому что здесь были артиллерийские батальоны, и они выбрали путь в сторону Озрека, думая, что там нет немцев. И многие тогда нашли приют в осетинских семьях. Шедарай Байзадан на Федерандай Тухтма Манабали Саздар. И вот ими Абундалма Агалкашун Маки Балфаресет, Кибазуштани Фагай, Хозарбан Тахсауса Какат, Ерун Хибувачик Новун Санин Субарта, Еухан Каврамазун Памахан Сакакат. Сегодня время все больше отдаляет нас от событий Великой Отечественной. В Озреке уже не осталось ни одного ветерана, поэтому так важно хранить живую память о тех, кто проявил беспримерное мужество. В школьном музее можно часами рассматривать пожелтевшие фотографии фронтовиков. За каждым лицом стоит судьба, полная испытаний, потерь и героических поступков. До 2017 года были известны места и обстоятельства гибели жителей Озрека – 12 человек. А в 2020 году активистами школы были найдены места захоронения 7 жителей Озрека, погибших в концлагерях Германии. Мы всех знали поименно, потому что мы росли среди них, с почитанием относились к каждому из них. Это наша гордость. До последнего оставшего ветерана не было такого дня, чтобы мы их жизнью не интересовались, не помогали в тех бытовых условиях, которые перед ними возникали. Вот основной костяк партийной организации – это ветераны войны. Коммунисты. Гукотибек Темур, Комехти Хаджи Мудар, Кебекти Махамад, Галачти Гамби, Хабалоти Махмуд, Хожити Сулейман, животноводство Факустаду Недр. Ети чудах тонце эти решения Катта Хилбал Судан. Подвиги старшего поколения не забыты. Особую гордость у сельчан вызывает имя Мухарбека Кибекова. Он прошел всю войну и стал участником Парада Победы в Москве летом 1945 года. В тот дождливый день по брусчатке Красной площади чеканили шаг тысячи солдат и офицеров, отличившихся в боях. После доклада маршалу Жукову, командующего парадом Константина Рокоссовского, началось торжественное шествие. Мухарбек Цапоевич шел в первом ряду, справа шестым, символ мужества и стойкости своего народа. Молодежь села достойно продолжала их славные традиции. Воины-интернационалисты Башир Кабалоев и Назир Томаев участвовали в 1956 году в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии. Через суровые испытания афганской войны 1982-1984 годов прошли Федар Тупов, Заур и Ермак Кабалоевы, Рамазан Кабалоев,
Максим Кумехов, Заур Габачиев. А в 1987 году жители Озрека Борис Елеев, Амин Царикаев и Майран Тахоев принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Память о прошлом живет в сердцах односельчан, напоминая, подвиг и стойкость народа – это основа, на которой строится будущее. «2 января 1943 года части Красной армии освободили Озрек от немецко-фашистских захватчиков. Радость этого дня вдохнула силы в сердца тех, кто пережил ужасы оккупации – стариков, женщин и детей. Несмотря на лишения, все они с самоотверженностью принялись восстанавливать колхоз, разрушенный войной. Постепенно жизнь возвращалась в привычное русло. Вернувшиеся с фронта мужчины, несмотря на усталость, ранения и контузии, с энтузиазмом включились в общее дело – возрождение родного хозяйства. Производственной бригаде Косум Байдаттан. Приходилось нас, учеников, снимать на помощь родному колхозу. Земля здесь очень хорошая, плодородная. Кукурузы много, пшеницу, подсолнечный, горох сажали. Даже руками снимали, убирали вот кукурузу. Потом машинами, когда уже техника появилась больше, и тогда тоже было много работы на то, куда привозили кукурузу, там мы сидели и очищали. Топкикустан, Картабалбаттан, Заронтлакта, Хабар-Заронтлакта, Мазбакут Кастеру, Тамацастарадарина, Заронтлактай, Атаска Камаррайзагюда, Ума Бабавайна, Майны Карабалравганина. Уарстон Кастер Джинада Канун Хабар. Организовать культуру театра класса ученической бригады. Вот на бодром браке он Валзак Будры Филиана с Санчевкой даже. Будур Табабера, Алик Куттан, Хуаса Куттан, Хсастан, Поливат Куттан, Манкайтай, Нанчхар, Манава, ячмень, Гана, Аттай вот достаточное количество. Нанчхар Бараст Кузаган вот мана, Маходактар Хабар гектары шесту маначка ухай, Махек ухты. Мана ачага ума аскурцуттан вот Хабар завцар тунца. Гардинада, Маначерох Жинада Кай, Едершинаттай. Ма Хабар Агузагаттанца, Хабар завцарткутунца уйфудай. Наивысшего рассвета в социально-экономическом и культурном отношении село Озрек достигло во второй половине 50-х годов прошлого века, в период руководства Ибрагима Савкуева. Именно тогда колхоз имени Крупской стал одним из передовых в республике. Жизнь в селе изменилась, исходя из того, что тот вклад, который он внес в развитие села, в развитие колхоза, когда хозяйство имени Надежды Константиновны Крупской вышло на передовые уровни в Кабардино-Балкарии. Те урожаи, которые снимались именно в нашем селе, мало кому это удавалось достичь таких уровней. Животноводство тогда было поднято на определенный уровень. И не случайно имя Савкуева Ибрагима Мухаевича увековечено в памяти наших старожил, наших старших, которые с добрым словом всегда вспоминают об этом человеке. Хабарзабах Бакустан, Адам Дарай Варстунца, Хастек Абаза Утадаринаты, Майн Аркутунца. Перезабахута Гутаскута, Мана Кантора, правление колхоза Хияттай, Варта Утар Бацума Пекарня, и Дартар Бацума Хабарстур Гараж, это уйкямататан. Ичи Ибрагим Сараста Амбарта, Орта Будури Токскута, Устурвисаташин Сахта, Саратаскута, Матилак, Исапканакута, Амбуганакута, Фал, Вани Майонца, Кусак Адемак, Матсайбарцавуй, Май Биличкитай, Цаугадари Манакутунца, Утайцивтимай Сахотар Бистунца, Кабакушида Вуман, Акуст. Хави Адам, Масла на Балахатунца, Пакшин Сакусма, Масла,
Иурстунца, мана кутфацунца на хима масл смак футазага, хиута сагаздук царткай, хиута. Тавкану райдетта, фаткута бера, захарадуни хейцане кустунца шилгунакта, захарадуни бригада кута, умек мамдул кутунца, уйдервой кутунца ма. Колхоз адам, колхоз ца, колхоз унти царткуна бума газдуктарганга судай. Библиотекадыр, почтадыр, вот даши дылдырбатты, хозмак дылдырбатты, продуктовый тукан. Ибреги маску тафрум товарный тукандыр навок тукан, а фарсма кафедараттай. Гау хечерестеги буны бума и растей ма рассудели суктар пута. Цветут сады колхозные, цветет страна родимая, под ярким солнцем летит, никем не победимая. Цветут сады колхозные, цветет После Ибрагима был уже назначен Хацаев Аскер. И точно так же он пронес через все годы ту эстафету, которую он получил от Савкуева. Колхоз имени Крупский всегда был на передовых местах. Многое то, что было сохранено, или же многое то, что мы сдали, было приумножено еще Чебиевым Майербеком покойным, который работал тоже главой данного поселения многие годы. Он хотел увидеть в этом селе музей. Он очень много сил, очень много времени уделял обработке документов, изысканию вот этих документов архивных, благодаря кому сегодня мы что-то имеем о своем селе с первых дней образования села. Вот это архивные данные, архивная тематика, то, что у нас есть, это благодаря Чебиеву Майербеку. Адам куткустунца удирастак. Колхозиота кустунтуц мамана адемак ахи хазарама куста. Кутфадзагунца атхестер, аткастер. Сахибал на яваргай. Колхози дуга бригадиаттай. Майо бригаде куста. Габашти дзанти. И на бригаде ба Кебекте Умарбек. Йоу 400 человек колхози фаида. Нема тунца анс фаида. Вот та итоговый гави собрание кусканионца. Вот хоздар каба куста. И он премия-то, награде, так именно колхозину мои. Школа завматтан учени, машинхон карданче замырза. Ма вот это бакуста, май радвистонца маскума баден хама. Танаматтай старый лескене, хамгокапте шухипцырга. Техника тухчен зутта, ма бабуйта шухипида радвистонца маскума баден хама. Многие труженики Озрека были отмечены высокими государственными наградами. Так, орденом Трудового Красного Знамени были награждены Ибрагим Савкуев, Фатима Габачиева, Авдулла Кабалоев и Умарбек Кибеков. Орден «Знак почета» получили Аскер Хацаев, Рахимат Дреева и Марат Чебиев. Орденами трудовой славы отмечены Сулейман Кабалоев, Солтанбек Кокоев, Майран Кабалоев и Хажит Карданов. Свою жизнь колхозу посвятили десятки жителей села. Особое место занимают Лима Инусовна Габачиева, телятница, депутат 2 созывов Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР, и Лима Исаевна Габачиева, доярка, также депутат Верховного Совета, удостоенная множества медалей и почетных грамот. В 1955 году в колхоз имени Крупской была направлена Валентина Ивановна Гришаева, назначенная заведующей ветеринарным пунктом. Благодаря ее труду удалось полностью ликвидировать в хозяйстве опасные болезни – бруцеллез, туберкулез, паразитарные заболевания кожи, чесотку. Как и по всей стране, в Озреке важнейшим звеном сельской медицины стал ФАП – фельдшерско-акушерский пункт. Жители села с теплом вспоминают добросовестных и преданных делу медиков – Абидат Кабалоеву, Марию Борчеу-Галачиеву, Зою Царикаеву-Бекурову, медсестер Риту Царикаеву и Ларису Тимирканову, санитарку Сауцеу Галачиеву и многих других. Зоя мабуни рада бекрун, Зоя байказута бекрун, фалвара, чедара фуни мабадзуртайса, машина даримнаты, адуакахе, ахсаба афуни анафуни дар. Хиухан Зоятты, санитаркой баши кутста, хоть тамара, а ты родильный дар. Бурчил фельдшер,
Бида акушерка, вот дальше райдет-та бег уртик, царикати зоя. Бидарки курабади дома, ах саба бона на захта вот тема жилей. Вот дальше саупуча оля. Ечи цупар, кутнем балу хиута, адабан анкускутунца. Субалун курай гурида, вот тайма кастанца, царикати дах мак цапи. Хабаржин растагаттай, цами батухтай вонца ухандер на файбида. Махачи цапи сахицей хаста. Есть тарамбурт канида, хиохан тих санитар китичатта хиод учрастаге. У нас сегодня большой праздник. У нас сегодня день рождения. Нам 25 лет. И нам очень приятно, что вы сегодня пришли к нам разделить наш праздник. В 1970 году в селе впервые открылся детский сад. Его заведующей стала Хацаева Кабертай Кутас Хамидовна, которая проработала на этом посту четверть века. Ее любовь к детям и преданность делу навсегда остались в памяти жителей. В народе говорят, дерево корнями держится, а человек – семьей. На Кавказе всегда были в почете семьи, где воспитывалось много детей. Озрек также гордится своими многодетными семьями. Супруги Мухарбек и Сарбика Дреевы, Азраил и Минсурат Кабалоевы родили и воспитали по 10 детей, а Осман и Зуйрат Кабалоевы, Мухарбек и Сапинка Галачиевы по 11 детей. Особая роль в развитии Озрека принадлежит учителям. Их труд невозможно переоценить, ведь именно они формировали духовный и культурный облик подрастающих поколений. Пройдут года, столетия нити утонут в бездне звезд, но слово теплое «учитель» всегда растрогает до слез. Учителя Озрека – настоящие профессионалы, оставившие глубокий след в жизни своих учеников. У меня была все учителя хорошие, но была очень хорошая учительница по математике. Тавказакова Сара Тимуровна. И муж ее тоже физику вел. Для меня Озрек, конечно, это моя родная земля, и там, где я нашла свое счастье и продолжила свою жизнь. Я закончила среднюю школу в Озреке в 1963 году. В том же году поступила в КБГУ. Моя цель была выучиться, и работаю с тех пор в своей родной школе. Я люблю очень детей, люблю их готовить. Коллектив у нас очень хороший, дружный коллектив. Несмотря разницу в возрасте, они меня очень уважают, и я их очень люблю. Галачти Галина. Фонзама инсаяжи бакуста завучай. Директорандаран кускута, ахургангутандаран кускута, гоготи сабинюн актива, кабалоти зантиемурабинюн акроза, мачала бараиса зака хабарзабахадейма, галачи тирвоза, кабалоти фатимат, омехти камила, галачи фаризат, хабарди сакускутатанца кастакалаштидар, царикати довка, бера хабар кутнем балухиута, воник охай че школа завтра отсюда. Это югрейдер улдара хурайстунца.
Хиохан ахурган гутаттан, цитохан хаврген ахурган гутаттанца. Друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы свой приходим к нас. В саду березки с кленами встречают нас поклонами. Я Галачиев Заур, мне 22 года, учусь в Санкт-Петербургском политехническом университете на направлении распределенная интеллектуальная система управления. Звучит достаточно сложно, но на самом деле задача в том, чтобы упрощать человеческую жизнь, какие-то новые технологии вносить в нее, оптимизировать технологические процессы и приносить таким образом пользу нашей большой стране. Каждый год в отпуск, на каникулы домой обязательно приезжаю в первую очередь сюда, потому что село, которое, можно сказать, создало меня как человека, я крупицами создан из того, какой вклад в меня внесли мои старшие, мои близкие, наши учителя, наши люди, очень добрые, уважаемые люди нашего села. Занимался спортом, начиная с 1 класса. Я ходил сначала в местную секцию, занимался футболом. Кабалоев Роман Викторович был моим тренером. Потом в 5 классе где-то нас отобрали в Нальчик, там детская юношеская спортивная школа «Эльбрус» была. И там выступали на различных турнирах, занимали по России тоже места, выигрывали турниры такие локальные. Я занимаюсь футболом до сих пор, по вечерам тренировки с университетом, за сборную университета выступаю. И также, стараясь быть ближе к нашей культуре, в Санкт-Петербурге есть Остинское землячество. Выступаю за Аланию, Санкт-Петербург, где есть основное большинство, это ребята из Северной Осетии. Также некоторые ребята из наших соседних республик за нас выступают. С 1987 года я, будучи 23-летним молодым парнем, приехал в это село и начал работать тренером по греко-римской борьбе. За это время более 10 человек стали мастерами спорта, а 2 человека мастерами спорта международного класса. Чемпионами Европы и чемпионами европейских игр стали 2 брата Кабалоевых. Не меньшую гордость у меня вызывают и те ребята, которые воспитаны нашей секции и служат в нескольких регионах в силовых структурах, более 30 человек, дослуживших до полковников и подполковников. Также ребята, наши воспитанники, участвуют на СВО, защищая страну, но, к сожалению, есть и потери. Самое главное – это воспитание в духе традиций наших народов. Это село, оно богато своими традициями, и в политике, и в науке, и в спорте. Поэтому мы стараемся, чтобы воспитать достойную молодежь. Озрек – это село, которое находится на территории Кабардино-Балкарии. Удивительно то, что эта улица связывает между собой несколько поколений. На этой улице вырос прадедушка наш, дедушка наш отец, выросли мы здесь. Многого не понимаешь в детстве, почему тебе запрещают одно, почему тебя учат так. Но хочется именно это воспитание привить своим детям, ценить, уважать старших, помнить о своих корнях и на первое место ставить свою семью, своих родных и близких. Нам очень повезло, что у нас такие старшие. Меня зовут Царикаева Раяна Тахировна, я ученица 11 класса. С самого раннего детства я мечтала стать прокурором. В планах у меня, конечно же, поступить в хороший юридический университет. И я осознаю, что это очень тяжело, достаточно нелегко. Обязательно стану хорошим специалистом. У нас очень современная школа, и благодаря нашим учителям, благодаря этой школе,
мы как раз можем быть уверены в том, что в будущем мы как раз реализуем самих себя и свои мечты. Меня зовут Галеева Елизавета Эдуардовна, и я ученица 11 класса. Я собираюсь развиваться в сфере международной экономики. Благодаря своей учительнице по математике я поняла то, что я очень хочу, чтобы моя жизнь была связана именно с этой сферой. Я активистка школы, также я председатель школы, и я представляла молодежь Кабардино-Балкарской республики в региональном совете движения первых по КБР. Мои учителя — это не просто учителя, а мои наставники, которые вдохновляют меня на новые свершения. Они буквально моя вторая семья, а мой классный руководитель — это моя вторая мама. И куда бы я ни поступила, где бы я ни жила, я всегда буду вспоминать о своих учителях с теплотой и с улыбкой. Мая 2001 года, накануне праздника Победы в селе Озрек состоялось знаменательное событие – открытие новой амбулаторной поликлиники и ряда других построенных объектов. В этот день произошла историческая встреча двух выдающихся политических и государственных деятелей – президента Кабардино-Балкарии Валерия Мухамедовича Кокова и президента Северной Осетии Александра Сергеевича Дзасохова. Символично, что именно здесь, на земле дружбы и единства, состоялся этот знаменательный разговор. Валерий Мухамедович Коков, будучи руководителем республики, первым президентом, выступал на инаугурации Александра Сергеевича Дзасохова. У нас, сказал он, отношения с Северной Осетией братские. Выдержав немножко паузу, сказал: не подумайте, что мы двоюродные, намекая на то, что как родные. Валерий Мухамедович Утазахта, мы с осетинами кровные братья зага. Мы кабаратсахта, ансуварти цартканан, на жиндар евой, на чиндар евой, банин кабарахцаванай. На сегодняшний день наш Дом культуры кипит. У нас функционирует 6 клубных формирований. Кружок вокального пения «Споемте, друзья», кружок выразительного чтения, художественное слово, шахматный кружок, юный шахматист. Также у нас функционирует класс художественно-прикладного искусства «Живопись». Здесь находят и открывают очень многие для себя страницу своего творчества. Как мне безызвестно, с нашего села очень много есть выходцев, которые известны далеко за пределами нашей республики. Нашей гордостью является образцовый ансамбль народного танца «Бикар» под руководством заслуженного работника культуры Кабардино-Балкарской республики Марзабека Мишевича Карданова. С открытием Дома культуры у нас очень большие планы. Мы надеемся, что это здание станет центром Кабардино-Балкарии и Северной Осетии Алании, потому что это как мостик для дружеских отношений в нашем Доме культуры. У нас есть очень много планов проводить фестивали. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас филиал был более расширенной школы искусств, и мы надеемся, что откроем кружок какой-то музыкальных инструментов, например. Это все в перспективе. Благодаря, естественно, опять-таки Казбеку Керменовичу, благодаря нынешнему президенту Кокову Казбеку Валерьевичу, все это дело продвинулось. И мы имеем дворец культуры на 400 мест, самый современный, с современным оборудованием,
Когда младшие есть, это есть развитие. И чтобы вот такие прекрасные дворцы, как этот сегодняшний дворец, служил им во благо и на долгие годы. Хорошего предела нет, и мы будем стараться над тем, чтобы это хорошее приумножалось. Республики хейцавада, районы хейцавада, устуран куспаку тонца, машин кабар аз махеудайдер, мана кажется, хиунайдешин кабар стуарфа канун, республики хейцавада, мана старый дискини районы хейцавада, хиунайдер, машин цависараживат. Аздан царикати эльбруши бичев амиран. Аз береварзун кафун махатун кафку тама уже дуа анж. На руководитель Кардан Тимирзабек. Кафан махшимт хомга лезгинка каскон амандар кафтета. Мах береварзан азрек. Известно, что роль личности в исторических судьбах народа велика. Еще более значительна для малочисленных народов роль их сыновей, посвятивших свою жизнь служению национальным интересам. Одним из них является выдающийся государственный деятель и патриот Осетии и братской Кабардино-Балкарии Белар Ямазаевич Кабалоев, более 20 лет возглавлявший Северную Осетию. Талантливый организатор, искренний политик и человек высокой нравственности, он до глубокой старости оставался преданным интересам обеих республик. Он сам себя считал сыном двух республик. Он стал руководителем, сформирован, скажем, нашей республики, прекрасно владел осетинскими и кабардинскими языками. И когда он возглавил руководство Северной Осетии, все, кто знали нашего Тимбора Кубатьевича Мальбахова, первого секретаря, и Кабалоева Беляра Ямазаевича, завидовали их дружбе. У них была неподдельная, искренняя, на мой взгляд, наполненная содержанием дружба, которому завидовали все. А чиновники, которые были раньше, рангом ниже, замечая это, все передавали все ниже и ниже, и от них все это шло к населению. И мне кажется, во многом благодаря вот этой дружбе сегодня наши отношения, о которых мы при встрече сказали, возложились. Что сегодня главное? Главное продолжить эту работу. Они очень хорошо понимали друг друга, они и помогали друг другу. Ведь Белар Ямазаевич работал продолжительное время первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома комсомола. Это во-первых. А во-вторых, значит, в послевоенный период Белар Ямазаевич стал сначала заведующим отделом обкома партии, Кабардино-Балкарского обкома партии, а потом и секретарем Кабардино-Балкарского обкома партии. То есть он работал под непосредственным началом Тимбора Кубатьевича Мальбахова. После того, как 20 с лишним лет, почти 21 год руководил Северной Осетией, а после этого он еще многие годы в Монгольской Народной Республике был на высокой дипломатической должности. Вот таких консулов из числа вообще осетинского народа, ну, есть там несколько человек, но их не так-то и много. С чувством глубокой признательности жители Озрека говорят и о своем земляке, предпринимателе и общественном деятеле Казбеке Керменовиче Кокоеве. Благодаря его инициативе и личным средствам в родном селе были построены мечеть, современная поликлиника, дом культуры, спиртоводочный завод, мельница и пекарня, маслобойный и колбасный цеха, а также цех по переработке молока. Помимо этого, Казбек Керменович оказывает односельчанам неоценимую помощь и поддержку. Его вклад в жизнь родного края – пример подлинного служения людям.
Хенур Казбек манан намамаде хастекней, намафиде хастекней, фал адецак хварджина дакай. Хевуй бай радзурдзен. Ай хабар кутнем балуюта. Децаги Казбек. Сайга устурацу валуна феғутста. Хевуд загунай нагауй, корунши нагауй. Хевуд темей кануй аян хошджинады. Нурдала мацкуй тугдикае онан ец госпиталь. Хенур манан наваллай нашунхон тбичев умиканатты. Хабардецаган хостаим бакутта хевхан Казбегай. Чықаврай ма есу, болин құсавник бедір маптавак фавуд хеву темей. Амада кукула каттыр зақта битжеу. Ескатты бұн күсуа, мада қавры күсавуд. Ғау байар ғай, ғау газ күдуа, обал ғау газы күт пайда канунцы обал зығма. Казбеккан абун күссей, ма ақавры күссей ұта, ахи қаврай, ахи уди қаврай, каматай. Али хазарамадан мен фарасыдын ауызықсыз емаганжы газ куағдыр цудай. Он добился того, чтобы именно в Северной Осетии провели сюда трубу. Он очень любит село, он дорожит всеми нашими близкими, всеми нашими предками. Он очень часто приезжает. Я могу сказать, не каждый олигарх так может относиться к местам, где он вырос, как Казбек Кукуев. Поэтому ему благодарно все село, я ему очень благодарен. Он мне звонит, спрашивает, прежде чем как у меня дела, он в первую очередь спрашивает, как там мама. Он очень замечательный человек. В стране царила до 90-е годы, царила разруха, не было развития, не было производства. И в тот момент, в то время, да, у нас есть такой человек, наш земляк Кукуев Казбек Керменович, который волею судьбы так получилось, что мы здесь, находясь, пришли к такому мнению, а давайте мы поработаем над развитием нашего села. И в тот момент родились вот такие хорошие мысли, которые притворились в жизнь. Мы попросили всеми известного в Северной Осетии Олега Припутнева, он нам изготовил проектно-сметную документацию на строительство объектов. Начали прежде всего строительство мечети. Руководил всем этим ныне покойный Сабаев Марат Тазретович. Он так скрупулезно относился ко всем вопросам, что то, что здесь построено, это было построено под его руководством. Шехинаев Марат, руководитель Ардонстройсервиса, все вопросы курировал и занимался ими, опять-таки, акцент делаю, Сабаев Марат Тазретович, ныне покойный, но его вклад в строительство вот этих объектов огромен. Уже пошло развитие животноводства, потому что производство этилового спирта за собой влечет и производство барды. Когда барда есть, и развитие животноводства уже идет на порядок выше, благодаря руководителям завода. Все, что касаемо было именно животноводства, все было бесплатно для жителей этого села, и не только для нашего. В селе была нехватка рабочих рук. И мы автобусами стали завозить из близлежащих сел. На другой совершенно уровень поднялось благополучие села. Казбек поликлиника из Сараста. Дандаги духшишаттай, шылгумакти духшишаттай, ужишаттай, кардиограмма шаттай, ухатзама ханканума, супарадой магриши бунататтай. Есть хварджинада искута Казбек. На страже здоровья на тот момент стояло 5 врачей, которые занимались всем. Даже был большой хирургический набор, если нужно было. Ежедневно охватывалось порядка 70-100 человек. Кацакдзага, ацетдзага хеурдиккай тайматсуданса. Казбеги тухаймазгдзанан садиктер сколадер адырлагай некатни вахта. Алкаттершин аян хуцкутта нуртакки кудайрацтак хеумагацка. Он настолько любит свое село, что просто сделал как райский уголок. И хотелось бы, чтобы вот таких людей у нас в селе было больше, чтобы они вернулись и вкладывались именно в наше село, чтобы здесь что-то было, где работали бы люди и было бы очень много молодежи.
Вот это небольшое село, 5 или 6 генералов дала не только Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, но, можно сказать, всей Российской Федерации. Это о многом говорит. Если мы будем перечислять, допустим, вот их достаточно авторитетных ученых, которые стали докторами различных наук, исторических или технических, или других химических, физико-математических наук, то их тоже набирается где-то около 10. О кандидатах наук я даже не буду говорить, потому что их несколько десятков. Все это свидетельствует о том, что в селении не бездействовали, они работали, они над собой работали и достигли очень-очень больших высот, каждый в своей сфере. И в этом плане их можно только поздравить. Роль молодежи в развитии села трудно переоценить. Именно новое поколение становится источником свежих идей и энергии, способных преобразить сельскую жизнь. Молодые люди могут не только улучшить инфраструктуру и создать комфортные условия для проживания, но и развить предпринимательскую инициативу, привнести современные технологии и внедрить инновации в агропромышленный комплекс. Благодаря этому село получает шанс на устойчивое развитие, сохранение традиций и одновременно движение вперед. Молодежь села у нас прекрасная, высоко несут имя Озрека. Оглядываясь назад, видя то, что делалось с другими людьми, хочется то же самое ставить свой след, чтобы люди только добрым словом тебя вспоминали. И на сегодняшний день вот эта преемственность в деловых качествах, это все присутствует среди нашей молодежи, которая также сегодня трудится на полях села. Они работают на этой земле, они развивают свои хозяйства. У нас очень много сейчас ребят, которые занимаются у нас и производством сельхозпродукции, ягодниками занимаются, рыбоводством занимаются. То, что держит и село на плаву. Без земли, без жизни молодежи села нет. Занимаемся с 2018 года, начинали с 9 соток, ну и как постепенно это бывает, расширялись, и на сегодняшний день мы дошли уже до 17 гектар общей площади. Из них у нас и малина, и голубика. Планируется уже закладка плодовых насаждений, яблоневый сад будет. Производство у нас круглогодичное. Нам также очень важно, чтобы люди у нас были заняты круглый год. То есть стараемся организовать им работу и зимой, и летом, и в сезон, и во время подготовки сезона. Штатно у нас в данный момент круглогодично работает 7 человек, и в сезон количество работников достигает и 30 человек. Продукция наша поставляется во многие регионы Российской Федерации, такие как Краснодар, Москва, Кабардино-Балкария, Грозный, Чечня. Ну и также нашу продукцию вы можете встретить в супермаркетах Северной Осетии. Мои родители, они переехали в город, и приезжая сюда каждые выходные, уезжая, вернее, после выходных, мы с братом обычно прятались в шифонерах, где-то на крышах, не хотели уезжать, настолько любим свое село. Когда мы подросли, отучились, и появилась какая-то возможность маломальски вернуться в село, с большим удовольствием я этот путь со своей семьей преодолел. Меня, наверное, да, все знают как журналиста. Я долгое время работал на радио, на телевидении. Насытившись всем этим,
Наверное, часто у кого-то из людей моей профессии или из смежной профессии творческой бывают такие порывы к тишине. Естественно, тишина не кормит, нужно было думать о том, что чем-то нужно заниматься. Мне очень нравился настрой моих ровесников в этом селе. Есть определенная группа лиц, которая инициативно делает, работает. Кто-то сажает малину, кто-то сажает кукурузу. То есть, осознав, что это село, вы все равно найдете здесь работу. Потому что, как показывает практика, даже 25 соток могут спокойно прокормить семью. Села бояться не надо. А тем более, с сегодняшним днем государство очень сильно за это взялось, очень сильно помогает. Я на своем примере чувствую поддержку района администрации. Они по первому же зову, по первому же вопросу всегда идут навстречу, всегда тебе помогут. Родился здесь, мой отец родился здесь, вырос. Отец моего отца жил здесь, отсюда ушел на фронт, вернулся. Очень много боевых наград имеет. Вот таких, как я, очень много людей, которые молодые уезжают и остаются где-то в разных регионах России. Окончил Северо-Кавказский горный металлургический институт и по направлению уехал в Мурманск. Там уже 18 лет работаю в Норникеле, начальником бетонного завода. Планирую уже приехать, вернуться, жить здесь в селе, и чтобы мой ребенок здесь жил, ребенок здесь и живет. Настолько люблю село, что отправил ее жить вместо себя в свой родной Озрек. Хотелось бы призвать всех, кто уехали. Понимаю, что сложно в селе, но чтобы они как-то думали, как развивать свое село, свой какой-то бизнес. И чтобы побольше молодых семей у нас было в селе. «100 лет – это лишь начало великого пути. История Озрека, подвиги и судьбы его лучших людей напоминают о том, какими наследниками великой земли и славных традиций становится молодое поколение. У вас есть герои, на которых стоит равняться, чьи поступки могут стать ориентиром в жизни. Пусть их смелость, мудрость и стойкость вдохновляют вас на решительные шаги, наполняют сердце уверенностью и открывают перед вами новые горизонты. Идите вперед с гордостью и верой в свои силы. Будущее создаете вы сами, и оно ждет ваших свершений. Уже дети моих учеников уже ко мне приходят, поэтому я себя считаю одним из жителей села, потому что за эти годы я породнился с этим селом. Поэтому мне приятно пожелать в этот день всего самого лучшего этому селу, жителям села и дальнейших успехов. Чтобы к нам приезжали гости, чтобы наше село имело большое-большое будущее, чтобы и 100, и 200, и 300, и 1000 лет оно праздновало. А мы, чтобы могли передать историю будущим поколениям о нашем селе. Але хазарадер аназерунт наттай, ма хиунит кадай каткинута, ета астанца каткин заранта, ма сабафан жета, гаубастаба майрунхканта. Ясно, махаубастима хестерта, цаушен сацарт радархкан, это маана незай рассудить забахайма кутба царонца. Агдауна макиячи бун, и айна хестертифа, чемаша цауса ражут, махпал есихас, кастерта был, на кастерта был, кутбан был, кананехдал, кутсам был, маэтадар кутхасунца. У нас потрясающая молодежь, она растет, замечательно учится. Я все время поражаюсь вот на свадьбах. Вот я приезжаю, когда попадаю либо на свадьбу, либо на похороны. Как они чтут традиции наших предков. Это же вообще уникально. Это неотъемлемая часть нашего села, неотъемлемая часть нашей культуры. Поздравляю озрекцев с юбилеем. И я вам желаю, чтобы следующие поколения достигли еще больших высот, чтобы они превзошли результаты ваших предков. Хотелось бы пожелать нашему селу процветания, в первую очередь приумножения, чтобы молодежь развивалась, росла, обогащалась культурно и, соответственно, прославляла наше маленькое село, которое будет только расти, надеюсь, в будущем.
Я желаю в этот прекрасный день, в эти прекрасные дни, праздничные дни, когда нашему Озреку 100 лет, чтобы его все видели и знали, и запоминали еще, хотя бы лет 250 мы будем молиться таким же хорошим, солнечным Озреком. Камер вистон масаби бон, камар сухал возрек.